Спасибо. Вот, уважаемые члены правительства, я бы хотела отметить, мы со школьной скамьи с вами знаем, что уран, ртуть, сурьма – это стратегические запасы Родины, это очень дорогое, стоящее и, значит, мероприятие, и очень сильно, очень дорого стоит. Так вот, я считаю, что если бы при добыче этих недр, в недрах вот этих природных ископаемых, мы бы действительно по-хозяйски, патриотично относились, мы бы давно бы уровень каждого гражданина могли бы повысить до среднего уровня. И я что хочу отметить, в советское время Минкуш, Малису, Каджисай, ведь там, когда добывали уран, там очень серьезно относились к здоровью местных жителей. Бесплатные путевки в санатории, медкомиссии постоянные, трехкратная зарплата. Сегодня у меня вопрос, какой орган занимается, есть ли у вас сведения именно от радиации, сколько сегодня страдает людей, как это влияет на здоровье жизни наших граждан, кто ведет такой мониторинг. И скажите, вот те жители, которые находятся, где добыча идет таких радиационных ископаемых, какие-то есть льготы для этих жителей? Остановите время. Вершители времени, там, пожалуйста, остановите время. Мы за 2 минуты не успеваем задать вопрос. Правительство спокойно отвечает, а мы и так, как, не знаю... Ирина Юрьевна, время идет, когда вы Да разговариваете. я вижу, что время они вообще согласны, скорее бы заткнуть рот депутатам. Пожалуйста, ответьте. Не кричите, пожалуйста. Спасибо, Ирина Юрьевна. Минздрав. Уважаемая Ирина Юрьевна, в принципе, мы в рамках своих статистики ведем эти заболевания, мониторинг. Есть норма, если смотреть норма в местах, радиационный фон должно быть до микрорентген час, и норма питьевой воде не более 0,5 беккерел на литр, и норма получения дозы организма, есть специальные расчеты, которые часто находятся или во время производственного процесса. Вот. Конечно, если эта норма будет превышать, естественно, они будут влиять на здоровье. Сейчас мы вот в рамках нашей плана мероприятий, от всех болезней, значит, от именно рентгена, какие на заболевания будет, мы сейчас последние 10 лет будем мониторировать, статистика есть, и тогда вот в рамках нашей плана мероприятий мы уже точно скажем, именно основном мы сейчас ставим на новообразование, именно от этого фактора идет увеличение или нет, потому что факторов очень много. Поэтому сейчас мы после нашей комиссии мы уже точно скажем во всех хвостохранилищах, плюс Кызыл-Омпол тоже вокруг населения. Все эти процедуры мы начнем. В рамках этого мы сейчас все процедуры, профилактическая работа в штатном режиме, они проводятся. Ирина Юрьевна, я добавлю, кроме того, на тех хвостохранилищах, где остатки со времен Советского Союза остались с прошлого века, их на сегодня 60. В этих местах в составе МЧС есть специальное агентство по обращению к хвостохранилищам. Они постоянно проводят мониторинг и по, скажем, радиационному фону, и по обеспечению безопасности, скажем, в виде чрезвычайной ситуации. То есть я поняла, что наши граждане, которые живут вот в радиационно опасных зонах, никаких льгот, преимуществ сегодня не имеют. Таких нет льготов, насколько я знаю, но где превышает фон нормы, там обязательно ставятся ограничения, специальные знаки, ограждения, чтобы туда не только люди, даже скотина, чтобы не попала. Охраняется. А скажите, кто-нибудь из ученых занимается научно-исследовательскими работами по влиянию радиации на жизнь человека и природу? Кто в Академии наук у нас занимается этим вопросом? Ну, на сегодня их не пригласили, но я знаю, что есть институт Академии наук, который сейчас включен в руководитель в состав этой комиссии, они этим вопросом должны заниматься. Ну, на каком уровне, честно говоря, я сейчас затрудняюсь ответить. Вообще, честно говоря, разъяснительной работы и после вот этих всех урановых акций очень мало для населения. И у меня в связи с этим вопрос к МВД. Скажите, пожалуйста, на основании какого закона, нормативных актов был арестован и оштрафован один из митингующих против урановых разработок Буликбаев Эмиль? Почему его арестовали? Это же у нас вообще в традиции люди выходят на митинг, говорят о своем мнении к власти. Урматты төраға, урматты Ирина Юрьевна.
Биринчиден тынч митинг өткөзүү боюнча ар бир адамдын укуктары бар. Бул атайын мыйзам бар. Ошондой эле ошол мыйзамда жазылган ар бир адамдын укуктарын жана милдеттери. Мен айта кетчү нерсе, Ирина, сиз айтып жаткан баягы Бөлекбаев боюнча бул жерде биздин Бишкек мэриясы жазган ошол күнү баягы митинг өткөзүүдө, тынчтык митингин өткөзүүдө жерди аныктоо боюнча өз убагында кайрылгандагы Горький паркында өткөзүүгө уруксат берилген сот тарабынан. Анан алар Бишкек шаарынын сотуна кайрылган. Бишкек шаардык соту дагы 1-май райондук сотту колдоо берген. Ошондуктан тынчтык митинги Горький паркында өтүш керек эле. Ал эми Бөлекбаевтар болсо баягы аянтта өткөзүлгөн. Вот ошонун негизинде ошол райондун жетекчилиги атынан жаңы чыккан мыйзамдын алкагында 82-берене менен аны 38 берене негизинде 3000 сом айып пул салынган. Негизинен ошол бардыгы мыйзам негизинде болгон. 10 секунд. Чон Рахмат, ну, очень много митингов проходило, и только один Бөлекбаев был арестован и оштрафован. Скажите, вот при добыче выделяются изотопы, они как-то очень долго живут в природе. У нас собирают... Время добавьте. Уақыт қошпағыла. Вот выделяются изотопы при добыче. Очень много у нас трав собирают лекарственных в горной местности, в том числе в радиационных зонах. Потом продают этот чай. У нас очень много промышленных таких и частных есть и уже. Скажите, кто-то проверяет этот чай на радиацию, которую народу продают в аптеках и вообще? Вот эти травы, которые собирают и продают. Ирина, вообще по стандартам, по техрегламенту качества лекарственных растений, там обязательно порядка есть проверка на радиационную частоту. Это если лекарственная трава, значит, через наш департамент лекарственного обеспечения или департамент санэпиднадзора этот вопрос делается, определяется.